В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Огнеборцы держат ситуацию с пожарами в регионе на контроле. Сколько очагов возникло за сутки и сколько удалось потушить. Столичные торговые центры и летние веранды переполнены. Соблюдаются ли меры предосторожности? Природный заповедник Медвежьи острова появится в Якутии. Какие территории он охватит? «37 лесных пожаров возникли в Якутии за сутки, 73 потушили. По данным авиалесоохраны, на территории региона действует 183 природных пожара. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. На тушение пожаров за сутки привлекались более 1000 человек и более 120 единиц техники. С начала пожароопасного сезона на территории региона зарегистрировано 622 природных пожара. За аналогичный период прошлого года их было 1110. Следует отметить, что за сутки количество пожаров уменьшилось на 37 очагов в связи с выпадением осадков и ликвидацией пожаров. Площадь пожаров уменьшилась более чем на 100 тысяч гектар. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Мирнинского, Момского, Среднеколымского, Тампонского и Эвено-Бытантайского районов, где зарегистрировано 132 природных пожара на площади более 1 миллиона гектар. Напомню, что на этой неделе сложилась непростая пожарная обстановка в селе Батагай Верхоянского района и в селе Кустур Эвено-Бытантайского района. Для недопущения угрозы населенным пунктам привлекли авиацию МЧС России. Огнеборцы на вертолете Ми-8 произвели 30 сбросов и слили 90 тонн воды на территории Эвено-Бытантайского района. А в поселке Батагай на помощь пожарным пришел дождь. В данное время пожар локализован около Батагайской нефтебазы. На участке ЛЗК также вчера почти был локализован. И новый пожар возник около Батагайского аэропорта. И сегодня как раз идет дождь. И, конечно же, помощь дождя и подразделения, которые работают по тушению пожара, мы думаем, что завтра все должно быть локализовано. Вчера на вертолете Ми-8 главного управления МЧС Республики мы ездили в Кустур Эвено-Бытантайского улуса. И там также у нас достаточно хорошо, мы там оставили бригаду для тушения пожара ГАУ Якутия-Лесресурс. Также привезли от материального резерва правительства республики необходимые оборудование для тушения пожаров. Другим темам субсидий на профилактику коронавируса получит малый и средний бизнес. Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил правила выдачи выплат. Для подачи заявки бизнесу необходимо работать в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и дополнительного образования. Также возможность получения субсидий сохраняется у социально ориентированных некоммерческих организаций. При этом компании не могут быть в стадии ликвидации или банкротства. У них не должно быть недоимок по налогам и страховым взносам более 3000 рублей. Размер субсидий на первоначальные расходы для одной компании составит 15 тысяч рублей и еще по 6500 рублей на каждого сотрудника. Между тем, свободного столика на столичных верандах не найти. Открытые третий день торговые центры и летние кафе, как глоток свежего воздуха для горожан. Насколько это безопасно, выясняла Юлия Великодная. Сменить обстановку и встретиться с друзьями. Второй этап снятия ограничений в Якутске позволил это сделать. Горожане скучали по выходу в люди и общению. Пришли отдохнуть, вот с подружкой вышли прогуляться после карантина. Отдохнуть, развеяться. Впервые вышли? Да, прогуляться. По свежему воздуху, по городу погуляли и вот решили зайти в кафе, посидеть, отдохнуть. Летние веранды не особо вместительные, поэтому, чтобы сесть за заветный столик, придется подождать. К сожалению, свободных столов нет, минут через 15 освободится. Стол обработан специальным раствором. Теперь можно присесть и выбрать любимое блюдо. 7 столов вместимостью 4 человека. Собраться большой компанией пока не получится. Мы поставили веранду. Это только раньше ее у нас не было. Все то же самое. Происходит все абсолютно то же самое, только уже у нас расстояние столов на 1,5 метра.
Но столики мы сейчас не бронируем. То есть, да, если скопление народу, то они ожидают здесь. Все равно много кто приходит. У нас народу вчера очень много было. Все рады, довольны, то, что открылись, неужели. Ну и вообще людям приятно сидеть на свежем воздухе. Все соскучились. В торговых центрах столько посетителей, словно была объявлена тотальная распродажа. Через один из таких молов в первый день после 4-месячного простоя прошло 5000 человек. Но горожане стараются проводить там немного времени. Минут 10. Полчаса. Примерно час. Примерно полчаса. А соблюдаются ли все меры безопасности продавцами? Нет, не очень. Ага, по-моему, не очень. Провел я где-то получаса. Конечно, соблюдают. 5 минут, и все нормально вроде. 5 минут. Соблюдаются ли правила безопасности? Конечно. Фудкорты и игровые зоны пока пустуют. Им запрещено работать. При входе в торговый центр посетители могут купить маски и перчатки. Если в других городах примерка запрещена, то в Якутске таких ограничений нет. На входе стоит у нас диспенсер с антисептическим средством. Все подходят, руки обрабатывают. Также в местах, где можно посидеть, отдохнуть, теперь у нас можно сидеть только по одному человеку. И, естественно, всем своим работникам, всему техперсоналу перед выходом на работу мы измеряем температуру, выдаем средства защиты. Количество заболевших коронавирусом в регионе в последние дни растет. Несмотря на снятие ограничений, важно помнить о собственной безопасности и соблюдать масочный режим. Юлия Великодная, Григорий Николаев, Якутск. В Якутии начался набор в Международную арктическую школу. Об этом сообщил глава региона Айсен Николаев в ходе объезда социальных объектов Якутска. Также глава ознакомился с ходом ремонтных работ на городских дорогах. Подробности у нашего корреспондента Юрия Осипова. 1 сентября Международная арктическая школа откроет свои двери перед учащимися. Она рассчитана на 220 мест. В здании школы все работы уже завершены. Учебное заведение оснащено интерактивными сенсорными досками. Также здесь уже готовы планетарий и бассейн. По оснащенности это лучшая школа нашей республики и одна, наверное, из лучших на Дальнем Востоке. И, конечно, вот те современные, опять же, на уровне мировых стандартов подходы, которые были заложены с самого начала строительства школы, к ее оснащению, к ее вообще формам ее работы, содержательной части, они, на мой взгляд, позволят нам эту школу сделать лучшей школой нашей республики уже и по содержанию. Сейчас, кстати, уже начался набор в школу в части подачи заявлений, так что родители прошу тоже здесь этим вопросом ознакомиться и помочь детям оформить заявку. В столице республики завершено строительство Центра культуры и современного искусства имени Гагарина. Здесь будут проходить занятия для детей, молодежи, взрослых и ветеранов. Жемчужина центра – это современный киноконцертный зал на 489 посадочных мест. У нас будут разнообразные занятия, конечно, такие же традиционные, как хореография, изобразительное искусство. Кроме этого, мы хотели бы включить и современные направления, такие как дизайн, информационные технологии, включая основу программирования, системное администрирование и так далее. Кроме того, мы бы хотели, чтобы наша театральная студия могла бы и производить видеоконтент разнообразный. Также глава лично ознакомился с ходом ремонтных работ на городских дорогах. На всем протяжении улицы Курашова идет смена дорожного покрытия. Также на перекрестке дорог Пояркова и Курашова увеличивают количество полос до 4. Сейчас у нас уже подрядные организации приступили к работам. По Аласу мы ждем, когда они доставят сюда фрезер. По информации генерального директора 12 июля придет. То, что касается благоустройства, они уже начали, но июль все-таки такой решающий месяц, что основные работы должны начаться в этом месяце, чтобы у нас не были ошибки, как в прошлом году были, чтобы благоустройство не уходило на сентябрь. Айсен Николаев также посетил место ремонтных работ на дороге села Пригородный. Глава региона отметил, что в пригородах Якутска работы идут гораздо успешнее, чем в самом городе. Поэтому сегодня он дал поручение, чтобы отставание по срокам было ликвидировано в кратчайшие сроки. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. В Ленске открыли долгожданный центр амбулаторно-онкологической помощи на базе Центральной районной больницы. Это не первый центр на карте республики. В прошлом году было открыто 9 подобных медицинских учреждений, в этом году 3. Помимо диагностики, пациенты здесь смогут пройти лечение в дневном стационаре. Лабораторная база представлена широким спектром исследования, например, высококачественная ультразвуковая диагностика.
Основная задача центра – выявление на ранней стадии раковых опухолей и незамедлительное лечение. У нас есть полный набор рентгеноборудования, необходимого для ЦАУП, эндоскопическое оборудование, вот вы видите, вновь приобретенное, свежее оборудование, то есть с большими диагностическими возможностями. У нас появились новые возможности и для проведения бронхоскопии, колоноскопии, ну и остается гастроскопия из того, что мы уже до этого проводили. Природный заповедник «Медвежьи острова» площадью более 800 тысяч гектаров появится в Якутии. Он охватит дельту реки Колымы, тундровые ландшафты индогиро-колымской низменности, архипелаг Медвежьи острова с прилегающей акваторией Восточно-Сибирского моря. Создание заповедника позволит сохранить редкие и исчезающие виды зверей и птиц, а также их среду обитания. Архипелаг Медвежьи острова называют родильным домом для белых медведей. На этой территории обитают 27 видов диких животных, включенных в Красную книгу России и Красный список Международного союза охраны природы. Хозяйственная деятельность и добыча полезных ископаемых в этой природной зоне не ведется. Новый заповедник будет относиться к ведению Минприроды России. Музеи Якутии со следующей недели начнут принимать посетителей после периода самоизоляции. По требованиям Роспотребнадзора сотрудники музеев и посетители должны будут носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Наш корреспондент Дмитрий Тымыров побывал в мультимедийном парке «Россия. Моя история», узнал, как идет подготовка к открытию и какие новые выставки ожидают якутян. Полная дезинфекция и установка композиций. В историческом парке «Россия. Моя история» готовится к открытию комплекса. Что касается нашего комплекса, то для поддержания его функциональности, конечно, мы, инженеры нашего учреждения, занимались поддержкой оборудования. То есть это была чистка оборудования, это было приведение его в рабочее состояние, поддержка систем и проверка систем технической работы энергообеспечения системы, лифтового оборудования, скажем, выставочного оборудования и так далее, и так далее. Так мультимедийный парк решил возобновить свою работу с 14 июля и уже подготовила 2 крупные выставочные работы. С конца июля начнется мультимедийная выставка «Память поколений». Это выставка художников и скульпторов «Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Будет представлено 150 уникальных картин и работ скульпторов. Среди них картина нашего земляка Петра Петровича Романова. Работа представлена Алекминским музеем. В конце августа, в начале сентября будет представлена мультимедийная выставка «Победа-75» про боевой и трудовой подвиг наших предков в Великой Отечественной войне. Так же, как сообщило руководство комплекса, будет продолжена работа и в онлайн-режиме, где будут выставляться различные работы и экспозиции. После открытия музея ограничений по работе не будет, но будет сохранен для посетителей комплекса масочный режим, также работы по дезинфекции оборудований и помещений. Дмитрий Тымыров, Григорий Николаев, Якутск. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь.